Здравствуйте, вы смотрите программу «Гунтар ТНД», и у нас сегодня на повестке дня более 10 вопросов, первым из которых является традиционно в четверг вопрос «Разный», когда депутаты поднимают социально-экономические проблемы населения. Здравствуйте, вы сегодня поднимали вопрос о присутствии женщин в органах, на руководящих. Да? И расскажите более подробно, какой именно вопрос поднимался? Вы знаете, все, наверное, если так начать с того, что недели 3 назад на заседании фракции СДПК вице-премьер-министр Кыргызской республики на вопрос моей коллеги о том, насколько представлены женщин вообще в процентном, количественном соотношении на высших руководящих должностях, заявил о том, что он дал цифры, и там получается порядка менее 10%. Хотя по закону о равных правах и возможностях должно быть не менее 70% представителей одного пола. То есть как минимум 30% должно быть женщины. Вот мы поехали в Ош, и там получается, что в госадминистрация США, что в Ошской мэрии, и руководители, и замы мужчины. Там должна быть представлена хоть одна женщина, особенно по социальным вопросам. Вы же понимаете, да, у нас на юге особенная ментальность, да, женщины есть более религиозные женщины, да, и вот они, допустим, в кабинете один на один с мужчиной проблемы тоже рассказать и озвучить не могут. Вот, по крайней мере, у нас была встреча с депутатами, женщинами-депутатами Ошской, Баткенской, Джалабатской областей, и вот они пожаловались, что мало того, что там поставили турникеты, не зайдешь ни в мэрию, ни в акимяты, да, то есть от народа как-то оградились, а ведь исполнительная власть, она зачем там на местах представлена, чтобы разговаривать и обсуждать же. И получается, и замы все замы все мужчины, женщин нет. То есть по социальным вопросам курируют у нас мужчины. Каким образом можно сохранить эту квоту 30%, учитывая то, что у нас в Джеор-Кенеше даже не сохранено, нет присутствия женщин, даже с учетом того, что последний депутат была женщина, которая приняла. Я, наверное, и моя коллега, мы все-таки должны поблагодарить женщин 5-го созыва, да, благодаря которым вот эти квоты, каждая 4-я женщина по списку шла в обязательном порядке женщина. И сейчас у нас в парламенте на повестке дня у женщин, я думаю, это на ближайшие 4 года наша задача, все-таки закрепить женщин, то есть когда уходит женщина, чтобы приходила женщина, именно вот эти квоты уже после выборов. Я бы сказала, это достаточно сложная задача, да, но я думаю, в принципе, в конце концов, 5-й созыв вообще сделал невозможное для того времени, что они вообще обеспечили представленность женщин. И также просто-напросто в исполнительной власти за надзор осуществляется Генеральной прокуратурой. Вот сегодня я и обратилась в Генеральную прокуратуру проконтролировать, пожалуйста, на местах, в разрезе всех регионов посмотреть, каков процент. Почему у нас в замах нет ни одной женщины. Причем я уверена, что больше половины. Это не только касается облгосадминистрации. Это и хозяйствующие предприятия, да, и ГП, государственные предприятия, да, ОАО, ЗАО наши государственные. И вообще муниципальные, да, службы, да, в основном идут, конечно же, мужчины. Спасибо большое. Как вы думаете, каким образом можно на законодательном уровне все-таки пересмотреть механизмы, когда депутат приходит за место ушедшего, чтобы была женщина? Если у нас существует какая-то определенная норма, но она если не соблюдается, что можно еще дополнительно какие-то меры принять в данном отношении? Ну, получается, на данный момент этот закон существует, но эта квота не закреплена. То есть, если уходит женщина, на место женщины может прийти мужчина. Это нужно закрепить уже законодательно, прописать это в самом законе, над чем мы и будем работать в ближайшее время. В скором времени говорилось о том, что будут внесены поправки в регламент Джеор-Кенеша. Можно ли вот сразу там тоже так же как-то внести какие-то изменения, либо уточнения? Это не касается регламента. Нет, если касается нас, Джеор-Кенеша, да. Это если нас касается. Но мало сделать это только в рамках Джеор-Кенеша. Нужно сделать это и в органах местного самоуправления, да, и среди депутатов местного самоуправления, потому что мы действительно, вот будучи в Аше, познакомившись где-то порядка 150 женщинами-депутатами местных кенешей, мы поняли, что проблема огромна, что в каждом аильном кенеше всего лишь по несколько женщин, и они как таковой силы не имеют. То есть, чтобы была большая представленность женщин, потому что, как вы знаете, социальные вопросы, они беспокоят исключительно женщин. Вопросы здравоохранения, вопросы образования, вопросы тех же пособий.
вопросы ранних браков. Это все беспокоит только женщин. Поэтому это нужно закреплять на законодательном уровне. Это будет касаться как женщин Дёрк-Кенеша, как депутатов Дёрк-Кенеша, так и депутатов органов местного самоуправления. Вы были на прошлой неделе на юге, да, в Волжской области. Там из депутатов из депутатов числа общего 1200 с лишним, да, там, насколько я помню, есть мест. Сколько из них составляют женщины и каково процентное соотношение? Я бы сказала так, за последние 4 года, даже 4 года, да, вот нам дали в разрезе вот статистику, в 2 раза уменьшилось количество. И сейчас это 200 с лишним, 200 да, по с лишним. региону. То есть из 1200 200 с лишним? Да. Очень мало. Вы сегодня в ходе разное выступали относительно коррупции в таможенной службе. Более подробно расскажите. Действительно, никому не секрет, уже лет 20 таможня кыргызская является символом кыргызской коррупции. Но сейчас объемы уже рекордные по данным экспертов. Если их коррупционный бюджет составлял от 4,5 до 5 миллиардов сомов в году с 2008 по 2012 год. В прошлом году, по данным аналитиков, это примерно 45 тысяч тонн груз проходит, в месяц примерно 1800 машин, и годовой объем составляет 22 миллиарда сомов. Это равноценно, на эту сумму можно 2 раза поднять зарплаты всем учителям, на эту сумму можно поднять 5 раз бюджет Министерства здравоохранения и на 50% пенсии всех пенсионеров. Там есть, они минимально подчиняются государству, у них есть свой теневой президент, у них есть свой теневой банкир, и по моим данным, даже у них есть так называемые спортсмены, то есть боевики, которые, если какая-то машина не будет оплачивать определенную сумму, не их бюджет, они будут это заставлять угрозу. То есть это государство, это вызывает не только для финансовой безопасности страны, это вызывает угрозу для вообще государственности. Если в государстве закону, порядок, финансовый закон, и то, что они поехали полный состав руководства страны, то есть таможенной инспекции, Новый год отдыхать в Дубай, и их директор оправдывается тем, что не все поехали, всего лишь 14 семей поехали с детьми, с женами. А почему рядовой учитель не может поехать? Или рядовой врач? Если мы хотим действительно навести порядок в стране, это надо начинать с таможенной инспекции. Их надо в полном составе отправить в отставку. Надо следственную группу организовать. Генеральная прокуратура пусть расследует. И через конкурс новый менеджмент и полностью перевести на электронный видеоконтроль. Пусть не люди считают, а пусть, как во всем мире есть такой стандарт. Как вы думаете, правительство пойдет на такие меры, чтобы Если полностью не пойдет, поменять? тогда только 2 причины. Значит, у них политической воли не хватает. Или, во-вторых, они сопричастны, то есть они тоже имеют долю. Иначе какой может быть вывод? Факт налицо. Я 6-й депутат, который принимает парламента. Есть решение комитета по финансовым бюджетам отправить их в полном составе в отставку. Пусть это будет показательный пример для остальных работников фискальных органов, госслужащих. А когда это было решение вынесено и направлено или было в правительство? 2016 года. Недобор бюджета составляет 2 миллиарда 800 миллионов сомов. Вот представьте, наш сегодня дефицит бюджета составляет 23 миллиарда сомов. Мы обращаемся к разным донорам, другим странам, как Россия, Китай. Надо бы направить это народные деньги в казну, и все. Не надо заводы, фабрику строить. И мы тогда сразу можем доходную часть бюджета поднять на 16-18%. Сегодня и вчера на заседании поднимался вопрос относительно автодороги Балыкчи-Курумду. Будут ли приглашены представители правительства, чтобы заслушать информацию и услышать хотя бы внятно, что будет предпринято, чтобы к следующему году дорога была завершена к лету? Ну, сегодня в повестку дня этот вопрос внесли. Сегодня в 11 часов будут представители правительства, а точнее Министерства транспорта дорог и Министерства финансов. И депутаты будут слушать, то есть о причинах задержки по выплате заработной платы в течение 3 месяцев, если я не ошибаюсь, и вообще о перспективах. То есть не будет ли строительство этой дороги, не повредит ли туристическому сезону 2017 года и так далее. В 11 они придут.
А также депутат Сабиров попросил пригласить и представителей подрядчиков, то есть компании, видимо, Лонхай. Услышать их мнение. Да, их мнение тоже послушать. Но я думаю, что, наверное, основная версия, как я так понимаю, это будет, наверное, все-таки отсутствие средств. Вот, ну, послушаем, потом уже выводы сделаем. На этом программа «Гунтар Төнде» завершена, и сегодня у нас после обеда будут рассмотрены законопроекты, а также ряд проектов постановления парламента. Спасибо большое.